Хайрли Канокашин. Сегодня мы с тобой пойдем первый урок казахского языка. Сегодняшняя тема у нас дыбыстар, звуки. Казахский язык состоит из 42 букв. Из них 37 звуки. И эти 5 букв не входят в это число, так как не имеет звука, либо имеет 2 звука. Теперь, дыбыстар. На какие виды она делится? Дыбыстар у нас делится на 2 вида. Первый дауста – это гласные, дауссыз – согласные. Дальше разберем, на какие виды делится дауста-дыбыстар. Дауста-дыбыстар у нас делится на 2 вида. Это у нас жуан дыбыстар, твердый, и жинышке, мягкие. Какие звуки входят в твердые? Жуан дыбыстар. Это звуки а, о, және буква, звук у. Дальше. Какие звуки входят в жинышке? Это такие звуки, как және звук е, и, у. У нас, звук у нас иногда и твердый, и мягкий. Для чего нам нужно знать, твердый ли звук или мягкий? В казахском языке, когда мы хотим менять значение слова, мы добавляем либо суффикс, либо окончание. И у нас окончание и суффикс состоит из этих звуков. Либо не твердое окончание, либо мягкое окончание. Вот. Когда мы добавляем окончание, мы смотрим на слово, именно последний слог в слове. Если она у нас жуан, состоит из этих звуков, мы добавляем жуан окончание. Если она жинышке, мягкая, добавляем жинышке окончание. Дальше я объясню, на какие виды делятся дауссыз дыбыстар. Продолжим. Жалғастырамыз. Дауссыз дыбыстар. Согласные звуки. Дауссыз дыбыстар у нас делится на 3 вида. Это у нас нд, сонорный. Входят такие звуки, как ксха-и, л, м, н, н, читается как н, р, у. У нас в некоторых случаях бывает дауста, в некоторых случаях бывает дауссыз, согласный. Дальше. Ян, звонкий. Звуки входят как б, в, г, г, д, ж, з. Эти звуки входят в ян, звонкие. Дальше последние это у нас катан, глухие звуки. Какие звуки входят? К, х, п, с, т, ф, х. Және ха. Этот звук читается как ха. Дальше. Ц, ч, ш, щ. Вот эти звуки входят в катан, глухие. Также нам нужно знать, какие их виды, потому что чаще всего глухие звуки притягивают к себе глухие окончания. И остальными также. Звонкие притягивают звонкие. нд притягивает к себе нд окончание. И также гласные звуки притягивают к себе сонарные нд окончания. Вот. Хорошо, мы с вами закончили первый урок. Если у вас есть вопросы или какую тему вам еще объяснить, можете записать в комментарии. Жду ваших комментариев. Также поставьте лайк и запишитесь на наш Инстаграм. Также записывайтесь на курс. Сау болу кушам!